декабря в нашем центре Хазден и Шама проходил вокальный семинар при участии таких гостей, как Полина Шеферд из Лондона и Илья Сайтанов из Москвы. кто хотел весело провести выходные, мог поучаствовать в этом семинаре, отдохнуть, расслабиться и спеть много интересных песен. Сейчас мы покажем вам, как проходило это мероприятие. Наш дорогой гость из Лондона и ведущая этого семинара Полина Шеферд. Здравствуйте. Здравствуйте. А как много вы стран и городов посетили с этим семинаром? Вот конкретно этот семинар с Ильей Сайтановым, который является руководителем этого проекта, я лично съездила в 3 города. На многих языках вы пели? На языке идиш, это восточноевропейский еврейский язык, на иврите немножечко, на русском, немножко на немецком, немножко на итальянском, немножко на румынском. Что же такое нигуны? Нигуны. Ой, это очень интересная культура. Это еврейская культура, уникальная совершенно культура, в которой песни поются без слов в основном. Или очень коротенькая фраза, например, из молитв берется. И принцип этих нигунов, или нигуним, как мы говорим на идиш, нигуним, множественное число. Принцип такой, что мы соединяемся с Богом или с высшей энергией через пение. А почему именно нигуны? Чем они заинтересовали вас? А нигуны — живая традиция, которая продолжается, и изучать живую народную культуру — это и преподавать ее. Это отдельно очень интересный такой, так сказать, бонус, да? Когда вы не просто можете человека научить что-то петь, но он завтра пойдет на шаббат, условно говоря, на шаббате это споет. Вот эта возможность прямого применения тому, чему мы научили, немедленного применения. Ну и последний вопрос. Понравилось ли вам в нашем центре? Я вижу сердце, и я вижу развитие потрясающее в вашей общении. И я вам желаю вот всего-всего самого успешного, чтобы у вас все складывалось, чтобы больше и больше людей к вам приходило. И вам лично удачи с вашими фильмами. Спасибо. Очень повезло, что есть военперцы, которая, так сказать, столько души, времени, сил в это все вкладывает. Да. Спасибо большое. Уже не вчера, но еще не завтра. Давайте не заморачиваться сегодняшними проблемами и будем жить. Это 3 дня, это был подарок судьбы.